Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях четверга, 26 ноября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы дня. Резкого скачка энерготарифов для северных районов Якутии не будет. Механизм выравнивания сохранится. Как обстоят дела с лекарствами для лечения COVID-19 в Южной Якутии? Материал наших корреспондентов. А в Мирнинском районе муниципальная программа повысила эффективность системы здравоохранения, на что направили средства. Мертвые души по-якутски. Более четверти миллиарда рублей за обучение несуществующих студентов ушли в карман руководства одного из вузов. Не остаться в стороне. В пригороде Якутска в пожаре погибла женщина, успев спасти своих 5 детей. Организован сбор материальной помощи. Почему важно узнать свой ВИЧ-статус? В Якутии стартовала всероссийская акция «Стоп ВИЧ-СПИД». Механизм выравнивания энерготарифов в Якутии в следующем году останется неизменным. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на своей странице Инстаграм. Стоимость электроэнергии в регионе и дальше будет субсидироваться за счет небольшой надбавки по отношению к тарифам для потребителей центральных регионов России. Таким образом, для потребителей Сахаэнерго с дизельными станциями в Северном энергорайоне тариф составляет 5 рублей 30 копеек за киловатт-час, хотя реальная стоимость гораздо выше. Для достижения этой цели правительство республики в течение года вело работу с федеральными органами власти. И вот мы получили недавно хорошую весть, что из правительства вышел проект федерального закона, в котором на 2021 год механизм сохраняется. При этом до 2028 года механизм сохраняется для всех предпринимателей. Раньше были проекты для крупных предпринимателей, это тоже типа потихоньку отменить, но сейчас решили, что для всех предпринимателей это надо сохранить до 2028 года. А население как платило свой льготный тариф, там с ежегодной индексацией, так и будет всегда платить. Долгая осень дала возможность навигации завершиться максимально продуктивно. Топливо в Улусы завезено в полном объеме. Сегодня началась перевозка по круглогодичным дорогам, а с открытием автозимников перевозки станут интенсивными. До производственных участков ГУП ЖКХ в села уже перевезено более 50 тысяч тонн из запланированных 570 тысяч. Однако теперь теплая погода лишь мешает, сроки открытия автозимников отодвигаются. О вопросах, которые предстоит решить, Анна Васильева. Дороги Арктики – это свыше 6500 километров. На 8 участках движение уже открыто, однако в этом году теплая погода может действительно сыграть злую шутку с дорожниками. В связи с устоявшейся теплой погодой в этом году планируется открытие автозимник с опозданием от многолетних средних сроков. В данное время мы проводим работу по измерению толщины льда, трассировки и пробивки автозимников. Помимо аномального тепла, нынче коррективы в работу сферы ЖКХ внесла и пандемия коронавируса. Всего в перевозках задействовано порядка 650 единиц автотранспорта, и сейчас разрабатывается план мероприятий, чтобы максимально ограничить контакты между водителями, а также обезопасить места их взаимодействия. Потому что, да, при таком скоплении автотранспорта, при этом каждая единица автотранспорта для нас это на счету, то есть объем теряется перевозки, то есть здесь очень серьезно, скажем так, последствия могут быть. Еще одна непростая задача, которую предстоит решить – это изменения в федеральном законодательстве по перевозке опасных грузов. В частности, это касается пунктов техосмотра, которых в арктической зоне попросту нет. Однако теперь требования к ним изменились. То есть на местах должен быть техосмотр, а так как в арктических улусах из-за малого количества это направление убыточное, поэтому предприниматели не открывают пунктов техосмотра. Проблема есть. Сегодня мы совместно с Госкомитетом жизнеобеспечения, Министерством транспорта, а также хозяйствующим субъектам, как Саханефтегазбыт, энергетики, вот эту проблему, но пока пытаемся решить предложение и вот изучаем. Действительно, данные проблемы требуют слаженной совместной работы по их решению. Что касается доставки на север продуктов питания и бытовых хозяйственных товаров, львиную долю которой осуществляют частные предприниматели, то здесь остается надеяться лишь на то, что автозимники откроются все же своевременно.
Анна Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. На выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделят 10 миллиардов рублей. В проекте распоряжения правительства России поясняют, что средства предусмотрены на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медорганизаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с этим диагнозом. Ранее сообщалось, что выплаты всем работникам, которые оказывают помощь больным коронавирусом, продлены до конца следующего года. По данным Оперштаба, 219 случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки, в том числе 49 носителей. 119 приходится на Якутск. Большее число заболевших по районам выявлено в Вилюйском, Нерюнгринском и Алекминском по 7 случаев. В Горном, Кобяйском, Ленском, Мигино-Конгаласском, Нюрбинском и Оленёкском по 6, по 4 случая зафиксировали в Мирнинском, Сунтарском, Усть-Майском и Хангаласском. Также от 1 до 3 заболевших еще в 11 районах Якутии. За последние сутки от COVID-19 в республике скончался 1 человек. Сегодня было принято решение о том, что результаты своих тестов, которые должны быть предоставлены тем гражданам, у которых взят анализ на коронавирусную инфекцию, лаборатории должны выдавать в течение 48 часов. Для быстроты обслуживания, для удобства обслуживания, для того, чтобы не забивать линии, в том числе и медицинских организаций, предлагается получать результаты анализов через облачную поликлинику, вход через которых осуществляется через государственные услуги. В Нерюнгри обсудили наличие необходимых для лечения COVID-19 препаратов в аптечных сетях. В совещании под председательством главы района приняли участие представители аптечных сетей, руководители управления Роспотребнадзора, Центральной районной больницы, прокуратуры. Как решают проблему нехватки лекарств в Южной Якутии, в материале наших корреспондентов. В Нерюнгринском районе проводится еженедельный мониторинг аптечных сетей на наличие препаратов для лечения COVID-19 и контроль цен на жизненно необходимые лекарства. В настоящее время наблюдается определенный дефицит некоторых медпрепаратов, но это не говорит о критической ситуации в районе. Если на сегодня отсутствует Орбидол один из всей линейки противовирусных препаратов, есть другие препараты. То Орбидол, допустим, мы сегодня получили счет на 500 упаковок, и мы его получим в течение 2-3 дней, и он опять будет в наличии. То есть препараты заканчиваются, мы их заявляем, мы их получаем. Ведется плановая работа. Дефицит, да, есть, потому что есть пандемия. По словам представителей аптечных сетей района, самых популярных лекарственных препаратов нет в наличии не только в аптеках, но и у поставщиков. При этом они проводят ежедневные запросы на определенные позиции в оптовых сетях. Лекарства поступают в аптеки, но малыми партиями. Также отмечается факт того, что лекарства покупают в значительном количестве и здоровые люди, что называется впрок. И я бы хотел сегодня сказать нерюнгринцам и всем жителям Нерюнгринского района, давайте не будем впрок запасаться теми лекарствами, которые сегодня необходимы вот именно для тех, кто заболел. Вот это, наверное, одна из самых хороших и будет поступков, один из самых хороших поступков всех жителей района. Не нужно впрок запасаться лекарственными препаратами. Когда мы знаем, что они в аптеках будут и мы можем заболеть, мы можем спокойно прийти и купить эти лекарственные препараты для того, чтобы вылечить себя и своих близких. Над решением данной проблемы Нерюнгринская районная администрация планирует работать совместно с Центральной районной больницей и представителями аптечных сетей. В рамках взаимодействия предусмотрен постоянный обмен информацией, ежедневный мониторинг наличия препаратов у поставщиков и дифференцированный подход врачей к назначению препаратов с учетом информации о наличии. Ассортимент необходимых лекарств в аптеках также будет контролировать прокуратура города Нерюнгри. Муниципальная программа Мирнинского района повысила эффективность системы здравоохранения. Программа создания условий для оказания медпомощи населению действует с прошлого года. В текущем году были реализованы проекты на сумму 15 миллионов рублей. На выделенные средства закуплено медицинское лабораторное оборудование для Мирнинской районной больницы для проведения анализов на коронавирус. Новым оборудованием оснащено реанимационное отделение Айхальской больницы, также оборудовано ковидное отделение. Для лечения тяжелых форм инфекции заключен договор на приобретение аппарата «Ингалид». Также продолжается обеспечение малоимущих граждан района сертификатами на приобретение лекарств на сумму 8 тысяч рублей. Осуществляется помощь донорскому движению нашего района.
в немалой степени и в результате этого количество доноров у нас постоянно увеличивается. За счет этой программы мы учредили звание «Заслуженный донор Мирнинского района». Вместе с этим званием они получают единовременное пособие в размере 15 тысяч рублей. И также мы для донорского отделения закупили уже немало дорогостоящего современного оборудования. Помогаем работе филиалов медицинского колледжа, которые у нас располагаются в городе Мирном и в городе Удачном. Покупаем также оборудование и осуществляем доплату преподавателям медицинского колледжа, которые работают из числа жителей Мирнинского района. Сейчас короткая реклама, мы вернемся буквально через полминуты. Смотрите далее. Мертвые души по-якутски. Более четверти миллиарда рублей за обучение несуществующих студентов были направлены в один из вузов. Не остаться в стороне. В пригороде Якутска в пожаре погибла женщина, успев спасти своих 5 детей. Организован сбор материальной помощи. Почему важно узнать свой ВИЧ-статус? В Якутии стартовала всероссийская акция «Стоп ВИЧ-СПИД». Продолжаем нашу программу. Более четверти миллиарда рублей за обучение несуществующих студентов. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах возбудили в отношении руководства Арктического государственного агротехнологического университета. По сообщению региональной прокуратуры, вузам в период за 4 года из федерального бюджета незаконно получено более 250 миллионов рублей. Кроме того, Следственным комитетом Якутии в отношении ректора, который является депутатом, возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Дела соединены в одно производство. Ректор задержан. В Якутске организован сбор материальной помощи пострадавшим от пожара в Мархе. По сообщению администрации микрорайона, на данный момент семье будет предоставлено временное жилье. Напомним, в пожаре погибла женщина, мать 5 детей. По имеющейся информации, она скончалась во время их спасения. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Жертвой пожара в Мархе стала многодетная мать, которая погибла, спасая 5 детей. Сообщается, что в огне было уничтожено все имущество семьи. Сейчас решается вопрос о выделении пострадавшим временного жилья. В микрорайоне мы в первую очередь организовываем сбор материальной помощи. Оформляем также документы, помогаем на материальную помощь с управлением социальной защиты. С начала года в Якутии в результате пожаров погибли 58 человек. В пресс-службе МЧС основными причинами возгораний назвали нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем. За последние несколько дней в Якутии произошло сразу несколько пожаров, которые унесли жизни людей. На данный момент все эти случаи расследуются Следственным комитетом. Следователи Следственного комитета устанавливают причины гибели людей при возгораниях, которые произошли в городах Якутске, Нерюнгри и в Горном районе. В ночь на 23 ноября в селе Бердигистяк произошел пожар в жилом двухэтажном доме. После тушения возгорания в одной из квартир были обнаружены останки мужчины. По данному факту следователями Центрального межрайонного следственного отдела проводится процессуальная проверка. Устанавливаются причины смерти мужчины, а также причина возгорания. Заботу о погорельцах берут на себя органы местного самоуправления. А затем, чтобы помощь доходила до адресатов, пристально следит прокуратура. Прокуратура города Якутска организовала проверку по факту гибели женщины в результате пожара жилого дома в городе Якутске. В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим возникновению пожара. Взяты на контроль вопросы соблюдения прав 5 детей, оставшихся без матери, и их дальнейшего устройства, оказания им помощи уполномоченными органами. Пожары в жилых домах не проходят бесследно. Потерять в огне близких – это страшная трагедия. К тому же пережившие остаются не только без крова, но и без документов, элементарной одежды и средств к существованию. Особенно это тяжело зимой. Для оказания материальной помощи семье из Мархи желающие могут обратиться по номеру 20 49 62. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Бюджет столицы и другие вопросы обсудили на очередной 22-й сессии Якутской городской думы. На повестке стояли 15 вопросов, самыми важными из которых стали основные направления налоговой и бюджетной политики. Говорили и о продаже здания мэрии. Подробности в сюжете с Аргаланом Неустроевой.
Этот год выдался действительно тяжелым, особенно для финансовой сферы. Однако итоги очередной сессии кажутся обнадеживающими на фоне неопределенного будущего. И несмотря на то, что в первом чтении на следующий год прогнозируется сокращение доходов бюджета аж на 143 миллионов рублей по сравнению с текущим годом, внимание депутатов по-прежнему сосредоточено на важных социальных сферах. Да, бюджет 2021 года сложный, но при системной работе многие вопросы решаются. Конечно, депутаты, как народные избранники, следят за тем, чтобы не ущемлялись интересы горожан. Прежде всего, все основные социальные программы остаются не ниже уровня 2020 года, с учетом роста заработных плат бюджетникам. Тем временем депутат Андрей Лебедев поднял вопрос о теневом бизнесе. По его словам, это большой пласт потенциальных доходов. Ведь аналитика показывает, что в год бюджет теряет около 500 миллионов рублей за счет теневой выручки. С этим депутат в корне не согласился и призвал соответствующие органы. Мое личное мнение то, что каждый бизнес у нас на территории города и в целом в стране должен быть легитимный и должным образом зарегистрирован. И должен приносить пользу жителям города. Конечно, мы, как депутаты городской думы, будем держать этот вопрос на контроле, будем в нем разбираться, проводить заседания комиссий по разбирательству и по выработке механизмов все-таки приведения в нормативное состояние. Очередной важный вопрос, который волнует не только горожан, но и самих депутатов. Что станет со зданием мэрии? По этому поводу высказался председатель городской думы Андрей Лебедев, отметив, что продажа здания сейчас не только экономически невыгодна, но и в целом ставит под вопрос дальнейшее существование общественных организаций. Также нужно понимать, что здание мэрии – наш общий дом. Дом не только сотрудников окружной администрации, но и наших общественных организаций. Здесь собирается Общественная палата города Якутска, Совет родительского комитета Якутска, Совет ветеранов, Координационный совет по предпринимательству, Молодежная палата города Якутска, ну и многие другие. Минувшая сессия лишь обозначила те основы, по которым будет двигаться политика в следующем году. Однако уже скоро состоится очередная 23-я сессия, и уже во втором чтении станет известно, что же ждет горожан Якутска. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Реализацию государственной политики в сфере дошкольного образования обсудили на 6-м Всероссийском съезде работников данной сферы. Он прошел на площадке Московского международного салона образования. В работе съезда приняли участие свыше 33 тысяч человек. О впечатлениях и приобретенном опыте у педагогов делегации Алданского района узнала Татьяна Вахнина. Реализация федеральных госстандартов, инклюзивное образование, воспитание детей до 3 лет, развитие детского сада в эпоху цифровизации, преемственность садика и школы, воспитатель будущего. По этим направлениям в рамках 6-го Всероссийского съезда работников дошкольного образования работали региональные тематические площадки. Участники съезда, прошедшего в Московском международном салоне образования, общались дистанционно. Стараемся повысить уровень педагогической и психологической культуры родителей, содействуем развитию родительской компетенции в понимании внутренних переживаний и потребностей ребенка. В работе площадок приняли участие почти 700 человек, в том числе 7 алданских педагогов. Старший воспитатель детского сада «Мишутка» Валерия Дрозд рассказала о консультативно-методическом центре, действующем в садике, подробно остановившись на работе в период карантина. Напомним, весной «Мишутка» был дежурным детским садом в городе. Разрабатываем принципиально новые формы работы с родителями и детьми, посещающими консультативно-методический центр детского сада, построены на принципе объективного и субъективного взаимодействия. Умение работать дистанционно – универсальное требование к воспитателю будущего, однако к этому педагогов нужно готовить. Об этом в своем выступлении говорила заведующая детским садом «Золотая рыбка» города Томот Галина Скворцова, отметив, что цифровизация стала неотъемлемой частью образования, а пандемия способствовала освоению педагогами дистанционных технологий и повышению ИКТ-компетентности. Работа воспитателей в дистанционном формате еще не совсем сформирована. В связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов педагогического процесса. Помимо работы тематических площадок, программа съезда включала совещания, конференции, дискуссии и мастер-классы. По мнению педагогов, а в работе съезда приняли участие свыше 33 тысяч человек, наиболее ценным явился обмен опытом. Методические материалы съезда будут направлены в регионы для внедрения в дошкольные образовательные учреждения. Татьяна Вахнина, Алдан.
Сегодня в Якутии стартовала всероссийская акция «Стоп ВИЧ-СПИД». Подробнее о важности раннего выявления заболевания в материале Петра Васильева. Сегодня в России с вирусом иммунодефицита живут порядка 900 тысяч человек. И каждый час заражается еще 9. Всемирная организация здравоохранения считает ВИЧ одной из основных проблем на планете. По недавним данным, его жертвами стали более 35 миллионов человек во всем мире. По данным, за 10 месяцев 2020 года в Якутии число пациентов с диагнозом ВИЧ достигает 2019 человек. По числу заболевших на 100 тысяч населения лидирует Джиганский район. Нам важно, чтобы не только среди населения поднять о том, что в группе риска находятся все. Даже сам путь передачи говорит о том, что в группе риска все. И как и медицинские, получается, фактор, он не исключение. Мы не можем гарантировать в республике, сказать, что у нас-то этого не будет. Или кто-то может сказать, что я-то этим не он, и партнер его там, или ее, и так далее, вполне может. Поэтому лучше знать свой ВИЧ-статус и спокойно, как говорится, жить дальше. Информирование населения о важности своевременной диагностики и основных мерах профилактики ВИЧ-инфекции в Якутии в 8-й раз проходит всероссийская акция «Стоп ВИЧ-СПИД». В связи с пандемией коронавируса практически все мероприятия акции будут проходить в режиме онлайн с использованием современных технологий. В период с 26 ноября по 4 декабря текущего года проводится всероссийская акция «Стоп ВИЧ-СПИД», приуроченная Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно проводится 1 декабря. Любой гражданин может задать интересующие вас вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции по телефонам горячей линии 8 800 550 21 24 и 36 64 63 в рабочее время. Завершится акция 1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом. В Якутии в этот день в специально оборудованных точках волонтеры-медики проведут тестирование на СПИД и ВИЧ. Врачи призывают якутян узнать свой статус, ведь в случае с этим заболеванием лучшее решение – это ранняя диагностика. Петр Васильев, Павел Пахомов, Якутск. Далее о спорте. В эту субботу в городе Саратове начнется всероссийский турнир по смешанным единоборствам в памяти прославленного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. В этих соревнованиях участвуют опытные бойцы с профессиональным рекордом со всех регионов страны. В Якутию представят 6 спортсменов. Чемпионы получат денежное вознаграждение 50 тысяч рублей. И им будет присвоено звание «Мастер спорта России». Это очень большой турнир для меня лично, ну и вообще в целом, памяти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, куда съезжаются все сильные бойцы России. Для меня это реально будет новый вызов. Состязания пройдут в 10 весовых категориях. Специальный приз от чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова удостоится победитель весовой категории до 70 килограммов, который получит дополнительно 100 тысяч рублей. Турнир на инстаграм-странице и ютуб-канале НВК «Саха» будут освещать наши коллеги Николай Бестинов и Виктор Олесов. Таким наши корреспонденты увидели четверг, 26 ноября. Берегите себя в общественных местах, носите маски и соблюдайте дистанцию. А лучше оставайтесь дома и смотрите телеканал Якутия-24.